Я продолжаю писать карту дня на 26 сентября. Это у нас понедельник будет. Значит, смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вам нужна первая часть этого видео, это первые 6 знаков. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Значит, вам нужно прокрутить вниз. И под этим видео вы найдете ссылку на первую часть. Нажимаете, переходите и можете смотреть. Если не знаете, как и где искать, можете еще в комментариях оставить запрос. Я вам оставлю ссылку в комментариях. Можно так. Или зайдите на мой канал Таро Дома, да, то есть и там вы увидите, это будет одно из первых видео. Даже искать там особо не надо будет. Так, хорошо, смотрим дальше. Весы, 26 сентября, понедельник. События дня. Два сердца выпадает первое событие, показывает, что точно все хорошо будет в личной жизни у вас в понедельник. Рыба. Рыба – это какое-то скользкое дело. Это вам нужно быть осторожными. Предупреждение. Деньги. Событие, связанное с деньгами будет. Получаете деньги, тратите, переводите. Что-то делаете с деньгами. Значит, так, проверяем горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Ссора есть. Здесь нет. Получается, у вас в этот день точно все хорошо будет в личной жизни в понедельник. Может быть какая-то неприятность, связанная с махинацией. То есть скользкое дело – это когда вас пытаются, да, вот обмануть. Затянуть вас, да, в какую-то махинацию, схему, не знаю. То есть вам надо быть максимально осторожными. Это обман, однозначно обман. Когда нам предлагают что-то выгодное, а на самом деле, да, то есть, ну, там выгоды никакой нет. Мы только, да, потеряем, если мы с этим делом свяжемся. Поэтому будьте осторожны. Еще выпадает в этот день событие, связанное с деньгами, и ссора. Вы с кем-то можете еще поссориться. Опять же, если вы вычислите, да, что это вранье, то, скорее всего, вы можете вот ссориться, да, с этими людьми. Так что, весы, вам надо быть очень осторожными. Когда рыбка выпадает, надо прям вот никому не доверять, да? Всех перепроверять в понедельник. Вот такая информация. Благодарю за внимание и перехожу дальше к скорпионам. Так, смотрим. Скорпиончики. 26 сентября. 26 понедельник. События для скорпионов. Покажите мне. Время первое, что выпадает, часы, будильник. Нужно обязательно следить за временем. Еще конфликт пропустила.
Прям с утра в понедельник может быть какой-то очень острый конфликт, мечи. Прям вот, знаете, только встали и сразу конфликт. Чем-то вы будете недовольны. Прибыль. Возможно, конфликт будет связан со временем. То есть вы будете куда-то торопиться, спешить, может быть, кого-то ожидать. То есть вот как-то могут быть связаны эти события. Застолье еще может быть в этот день. Какое-то мероприятие. Дети, цыплята. События, связанные с детками. Подсвечник не могу, потому что обе карты зафиксированы. И друга тоже нельзя. Значит, смотрите, получается 5 событий. Первое, с утра какой-то конфликт в понедельник. Дальше проблема со временем. Из плюсов, да, то есть это минус. Плюсы, получается, прибыль в этот день, какое-то мероприятие, застолье и общение с детьми. Возможно, на этом застолье показывают, будут просто дети. Если у вас своих детей нет, это могут быть на застолье дети, то есть и показывают, что в вашем окружении есть дети, вы с ними как-то взаимодействуете. Так что, ну, может быть, с детками со своими, если свои есть, то можете вместе куда-то пойти сходить. Так что вот такая информация, скорпиончики. Главное с утра вот избежать какого-то конфликта, да, чтобы настроение себе не испортить. Потому что здесь именно это не ссора, да, то есть это не метла, здесь очень остро все будет. Так что вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к стрельцам. Смотрим, что у стрельцов. 26 сентября, понедельник. События для стрельцов. Покажите мне. Приглашение. Вас могут куда-то позвать, пригласить в понедельник. Верность. Возможно, пойдете парой. Да, Лебедь всегда показывает, что мы вдвоем что-то делаем. Ну, это если, конечно, пара есть. Если пары нет, тогда просто это никак не проиграется. Дальше змея показывает какого-то опасного человека на вашем пути, который может ужалить, обидеть, поэтому надо быть осторожными. Еще и маска выпадает, обман. Возможно, вот этот человек змея обманет. Так что будьте внимательны, осторожны. Слезы может довести до слез этим обманом. Ну, слезы не слезы, но негативные эмоции точно какие-то, да, вызовет. Слезы — это, конечно, такая уже крайность. Подарочек. Встречу нельзя. Нерешенный вопрос в этот день также будет. Рыбу нельзя. Ну, здесь нет. Получается, у вас какое-то приглашение с утра, да, и, скорее всего, вечером вы пойдете, вечером подарок выпадает. Вас с утра приглашают, вечером куда-то с подарком идете.
отношения в паре хорошие, да, то есть, возможно, парой вместе идете на это событие. Дальше днем встречаете какого-то противного человека, который может вас обмануть и довести до слез. Поэтому вот будьте готовы к этому. И еще показывает, у вас может быть какой-то в этот день нерешенный вопрос в понедельник. То есть что-то, что вы планировали себе решить, не получается. Возможно, вы уже пробовали не один раз. Цепь иногда показывает, что мы уже, да, вот много раз пытались и никак не получается. И в понедельник, скорее всего, тоже не получится, потому что, видите, ножницы нужны. Ножницы далеко лежат, да, то есть и не соединились, поэтому не получится решить, скорее всего. Вот такая информация для вас на понедельник. Будьте осторожны и внимательны со змеей. Самое главное. Вопрос-то ладно, да? Вопрос не сегодня, так завтра решится, а вот змея, конечно, может подпортить вам настроение. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. 26 сентября. Понедельник. События для козерогов. Покажите мне. Сразу же маска, обман. Прям с утра. Какой-то обман может быть. Кровать нельзя. Кораблик ожидания. Удача. Но уже вечером выпадает. Конфликт. И хорошие новости после конфликта. Сердечко нельзя. Здесь нет, нет. Чемодан нет. Здесь нет. Получается, смотрите, с утра обман. Надо быть осторожными. Дальше какое-то ожидание кого-то или чего-то. Затем идет удача. То есть вести начинает только вечером. Первая половина дня вообще, видите, тут какие-то одни проблемки. Показывает еще и неприятность, обман, неприятность, ожидание. Может, кстати, вместе проиграться. Показывает, какая неприятность. Да, вас обманули, и после этого обмана вы вынуждены, допустим, что-то ждать. В общем, первая половина дня, честно говоря, не очень. А во второй показывает, появляется уже удача, да, начинает вам улыбаться, появляются хорошие новости какие-то. Ну, из минуса может быть конфликт острый. 2 меча. С кем-то можете вот поругаться вечером. Но опять же, этого можно избежать. Да, то есть, если здесь избежать сложнее, да, вот этих событий, то здесь можно, конечно, от этого уйти. Так что, козерожки, вот такая информация. Будьте внимательны и осторожны, да, то есть, чтобы не попали в какую-то неприятность и обман. Всех перепроверяйте в этот день. Благодарю за внимание и перехожу к водолеям. Так, водолеи. 26 сентября. Понедельник. События для водолеев. Покажите мне.
Ожидание. Кого-то или что-то ждете. Приглашение. Может быть, ждете приглашение. Обман. Событие в месяце. Ожидание какого-то события, которое повторяется каждый месяц. Нерешенный вопрос. Причем рядом с обманом ложится. То есть, возможно, не получается решить из-за того, что маска, что-то спрятано, скрыто, есть какой-то обман в этом вопросе. Гости. Ну, гости — это вот это приглашение, которое с утра получили, да, возможно, как раз вечером вас в эти гости и приглашали. Да, смотрите, скользкое дело. Показывает, вот если у вас есть какой-то нерешенный вопрос, который долго не получается решить, там есть какой-то обман, скользкая, то есть какая-то есть какая-то схема, понимаете, вас обманывают, поэтому не получается. Подарок. С подарком в гости. Угу. Здесь нет. Значит, получается, у вас в этот день приглашение, да, и вечером выпадают гости и подарок. Дальше ожидание какое-то, ожидание события, которое происходит каждый месяц с вами, возможно, даже в этих числах. И еще, что очень важно, да, вот на это особенно обратите внимание, есть нерешенный вопрос, и карты показывают, что вас обманывают, или знаете, как еще может проиграться, вы не можете этот вопрос решить, и вам предлагают через скользкое дело решить, через обман. Вот так еще тоже может быть, да, говорят, ну давай вот решим, но надо вот так и вот так сделать, да, то есть там где-то обойти закон, где-то еще что-то. И, ну, события показывают, что вам могут предлагать какую-то схему, да, такую вот нечестную. Ну, конечно, так лучше не делать, это обычно плохо заканчивается. Поэтому вот будьте осторожны. Лучше подождать, да, пусть как-то решится другим методом, пусть все дольше, но зато честно, чем быстро, зато вот таким методом нечестным. Благодарю за внимание, водолей, и перехожу я дальше к рыбкам. Так, рыбки, смотрим, что у вас. 26 сентября. Понедельник. События дня. Конфликт. Ага, смотрите, еще есть подсвечник. Если вы первый увидели подсвечник, когда я взяла карту, да, то есть, ну, вот он вам первый бросился в глаза, значит, у вас будет надежда, да, какая-то. Но мне первые мечи бросились в глаза. Это с кем-то можете поругаться. Якорь. Якорь показывает, что вы что-то можете закончить, доделать или где-то надолго остановиться. Где-то бросить якорь. Верность.
Это гармоничные отношения в паре, то есть что-то можете делать совместно с любимым человеком. Приглашение. События в месяц еще есть. Будет событие, которое повторяется каждый месяц с вами. Ага, возможно, связанное с деньгами. Дальше показывают события, деньги. Может быть, поступление финансов. Или вы что-то оплачиваете каждый месяц в этих числах, как вариант. В общем, получается, у вас из минуса с утра какой-то конфликт. Это единственный минус. Вот если вы избежите, то, в принципе, весь день получится события хорошие. Острый конфликт затем показывает по якорю. Вы где-то проводите, вот, скорее всего, целый день вы проведете где-то в одном месте, да, потому что событий особо-то и нет. Дальше вы получите приглашение, скорее всего, пойдете парой куда-то. И вечером еще будет какое-то событие, которое все время с вами повторяется, и связано это будет с деньгами. Так что, видите, все хорошо, кроме вот конфликта с утра. Если избежите, значит, можно считать день позитивным. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.